Добрый вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире информационная программа «Новости» в студии Тойер Пирзода. 29 марта 2019 года в 14 часов в городе Душанбе состоится 8-е совместное заседание Маджлиси Милли и Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан 5-го созыва. Совет Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан сообщает, что на 8-м совместном заседании Маджлиси Милли и Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан 5-го созыва рассматривается вопрос об утверждении указов президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона. К другим темам. Жители городов и районов страны с большим воодушевлением и радостью готовятся к Международному дню Навруз. Навруз – это символ победы света над тьмой, символ чистоты, благоустройства и созидания. Философия Навруза призывает народы мира к добру, милосердию, труду, толерантности и взаимопониманию. Навруз действительно является одним из ценнейших праздников человечества. Являясь самым долгожданным и красочным праздником, Навруз приносит добрую весть о наступлении Нового года и пробуждении природы. В Навруз природа и человек обретают новую силу. Происходит гармония умов и сердец. Люди пропагандируют добро и добродетель, которые свидетельствуют о миролюбивой и толерантной культуре таджикского народа. Главным достоинством празднования Навруза является единство и сплоченность членов общества, счастье и веселье всего народа. Более 6000 лет тому назад мудрые предки таджиков заложили основу культурной традиции, которая воплощает в себя победу света над тьмой, добра над злом, а также торжества чистоты, верности и свободы человека. Жители Таджикистана в преддверии праздника по традиции производят посадку деревьев, цветов, расчищают арыки, приводят в порядок свои дома. Студенты вузов и школьники проводят акции по очистке берегов рек и вывозу мусора. Каждый житель страны стремится внести свой вклад в мероприятия по благоустройству и созиданию. Уже сейчас видно, как преображаются улицы и проспекты. Столица одевается в праздничные, цветочные наряды. Даже погода способствует весеннему праздничному настроению. С 16 по 20 марта в 4 районах города Душанбе организованы ярмарки по реализации продукции первой необходимости. Постановлением председателя города Душанбе Рустами Эмомали состоится городской конкурс цветов под названием «Сари Гули Лола» – праздник тюльпанов, итоги которого будут подведены в дни празднования Навруза 2019. В честь праздника Навруз с 21 по 25 марта во всех районах столицы предусмотрено проведение культурно-развлекательных программ, массовых гуляний жителей и гостей столицы, в том числе 22 марта в честь Международного Навруза в государственном учреждении Наврузгох столицы состоится театрализованное представление «Ганджинай Навруз» – «Сокровищница Навруза». Выступят известные мастера искусств, которые представят свои лучшие песни, посвященные Наврузу. Также будет организована выставка-продажа продукции народных ремесел. Кроме того, 23 марта состоится соревнование по национальной борьбе Гуштингири. 24 марта – открытые соревнования по конным скачкам в государственном учреждении Наврузгох. 23 марта в столице страны состоится международный фестиваль под девизом «Туристическое культурное наследие», целью которого является представление города Душанбе в качестве туристического облика страны, создание условий для отдыха жителей и гостей столицы. На фестиваль будут приглашены гости из городов-побратимов города Душанбе. Зумрат Файзиева, Рано Азизи, телевидение, Таджикистан. В преддверии наступления Навруза во всех высших учебных заведениях страны, как и повсюду в республике, отмечают приближение Дня весеннего равноденствия. Для студентов и преподавателей Таджикского государственного института культуры и искусства имени Мирзо Турсунзаде празднование Навруза совпало с приездом в вуз представителей делегации в ВГИКа, Всероссийского государственного института кинематографии имени Сергея Герасимова, отмечающего в эти дни столетний юбилей. Среди перечня мероприятий насыщенной программы в Душанбе гости посетили студенческую телелабораторию для начинающих журналистов, обучающихся на отделении телевидения. Встретиться с профессорами самого ВГИКа стало настоящим подарком в дни Навруза. И не просто встретиться, ребята продемонстрировали специально подготовленные репортажи, некоторые из которых транслировались на республиканских телеканалах. Московский
Профессора, руководители мастерских Всероссийского государственного института кинематографии имени Сергея Герасимова Аркадий Инин, Елена Русинова, Валерий Ахадов и другие пожелали делающим первые шаги в творчестве молодым журналистам успехов, пообещав содействовать в их учебе путем проведения в институте мастер-классов российскими специалистами в ГИКа, знаменитой киношколы. Далее. Таджикские художники, используя природные богатства Таджикистана, создают уникальные произведения, которые поражают своей красотой и самобытностью. Каменные картины высоко ценятся как внутри страны, так и за рубежом. Флорентийская мозаика – это мозаика из цветных, полудрагоценных и поделочных камней разных форм, состыкованных в единый рисунок так, что граница между ними практически незаметна. Эта техника камнерезного искусства используется для изготовления настенных панно, столешниц, а также для украшения различных элементов интерьера. Таджикские мастера мозаики используют различные ценные породы камня – мрамор, яшму, родонит, лазурит и другие благородные минералы, которые добываются в нашей стране. Главное в выборе камня – соответствие цвета и рисунка живописному образцу или эскизу будущей мозаики. Тонкие пластины камня с полированной поверхностью собираются в живописный ковер таким образом, чтобы помимо цвета использовать природный рисунок поверхности камня, естественные цветовые вариации и линии текстуры. Каменные элементы могут быть любой формы, но собираются они вместе так плотно, что никаких швов или даже просто линий стыка не видно. Имена Джамшеда Джураева и Насима Нигматова известны далеко за пределами Таджикистана. Заказы на изготовление картины панно сыпятся на художников со всех сторон. Увидев изготовленные из камня панно с гербами стран ШОС, эксперты пришли в восторг и попросили изготовить картины с изображением цветов, символизирующих страны-члены ШОС. В данный момент я сейчас делаю проект, это шанхайская организация. Я делаю работы, именно цветы. Нас попросили сделать эскизы для шанхайской организации, представлять каждое государство в цветке. До этого мы делали с Джамшедом гербы каждого государства. Их 8 участников. Россия – ромашка, Таджикистан у нас розы, Узбекистан – тюльпаны, Киргизия – дикий тюльпан, Казахстан – это цветущая яблоня, Индия – это лотос, Пакистан – жасмин и Китай – пионы. Приятно, что нас отметили, нам присвоили или наградили, нам дали гран-при, год ремесленников, мы получили гран-при в области те люди, которые занимаются камнем. В нашей мастерской было это очень приятно. Всех учеников отметили дипломами. На самом деле это очень приятно, подстегивает. Микеланджело, восхищаясь флорентийской мозаикой, называл ее вечной картиной. Эта техника долго хранилась в секрете, но в наше время таджикские мастера довели технику мозаики до совершенства, используя таджикские самоцветы. И теперь эту мозаику можно назвать таджикской мозаикой. Зумрат Файзиева, Дильшоди Хушвак, Бахудур Истамов, телевидение Таджикистан. Уважаемые телезрители, это были главные новости к этому часу. О развитии событий в 20:30. Будьте здоровы!